Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему. Ваш потенциал удачи. Повезет ли вам еще в жизни? И у нас будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот. Вся суть здесь в том, что мы даже некоторые области пройдем. Там, допустим, любовь, работа и финансы, чтобы посмотреть, уровень какого-то везения, удачи в ближайшем будущем. Вот, и ваш потенциал удачи общий, то есть повезет ли вам еще в жизни, да, то есть какое-то у вас будет хорошее будущее, хорошие перспективы, или нужно над чем-то поработать, что-то скорректировать, может быть, вот так. 3 позиции. Будете выбирать по первой карте. Первая карта, в каком аркане вы сегодня находитесь. Так. Значит, 3 карты. Собака у меня под столом храпит. Это мой мопс. Предупреждаю вас об этом, что это не мужчина какой-нибудь храпит, это мопс храпит. Те, кто впервые на моем канале, внимание, как говорится. Так, здесь у нас, значит, первая самая яшма. Да, первая позиция — это яшма у нас. Вторая позиция, да, горный хрусталь, розовый кварц. И третья позиция у нас карнелиан сегодня. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону, да, в сторону. Итак. Потенциал удачи. Повезет ли вам еще в жизни? Не хочет концентрироваться на этом камушке. Но уже видно его. И первая карта, в каком аркане вы находитесь. Что у вас, какой аркан покажет вас, да, покажет вас. Так, мы здесь видим аркан королева мечей. И, естественно, сейчас у вас соединены 2 стихии, да? Это вода и это воздух. Вот на сегодняшний день вы живете в этих стихиях. И с одной стороны, получается, вы должны логикой, разумом, здравым смыслом, да, вот все в своей жизни вот как-то осваивать, смотреть на все трезвым взглядом, пробивать себе дорогу, да, с помощью вашего ума такого недюжинного. С другой стороны, ваше сердце очень хочет, чтобы его услышали. И, конечно, у вас есть желание что-то выразить своими словами, да, с помощью и вашей логики, но и вашего внутреннего чувства. Конечно, такой человек сейчас проживает все-таки некий сложный период. Почему? Потому что иногда испытываешь чувства, которые тебе очень непонятны. И поэтому может выпадать королева мечей, вот именно этой колоды, когда ты разговариваешь сам с собой, уходишь в себя, когда ты очень хочешь исцелить свои старые раны. Могут быть запутанные отношения, хочется их прояснить. Вот. И поэтому делиться с другими сложно, но нужно, и вы это понимаете, что нужно. Однако коммуникация должна быть построена как-то очень правильно, и вы этому отдаете себе, вот в этом отдаете себе отчет, понимаете? Также эта карта, конечно, некой самодисциплины, когда человек, у него такая железная выдержка, вы берете себя часто в руки, как бы контролируете себя. Но внутри много противоречий, если честно. Мне кажется, много противоречий. Хорошо, давайте посмотрим потенциал вашей удачи, да? То есть, а в жизни вот вашей есть ли еще возможность для того, чтобы быть счастливым человеком и в будущем
получается, повезет ли еще вам. То есть вот мы посмотрим именно потенциал для этого. Хорошо. Сначала общий потенциал, да, общий. Общий потенциал. Но вот я считаю, что карта восьмерка жезлов это очень-очень мощный потенциал. Правда. Здесь очень много огня. Согласитесь, эта карта, она огненная, она яркая, она интересная. И здесь, конечно, эти жезлы, это стихия огня, да, стихия живого огня, который созидает, да, созидает. Поэтому, конечно, вам в жизни еще повезет и не раз, и не два, а много-много раз. Много раз еще будет очень много счастья в жизни. У вас весь потенциал, вся мощь для этого есть, вся сила в будущем для этого есть. У вас собирается еще столько энергии, что вы в жизни должны преуспеть в очень многих, получается, областях, да? Конечно же, карта восьмерка огня, она говорит о недюжинной силе, когда человек может не только себе обеспечить удачу в жизни, а еще и другим людям. То есть не только себе вы можете сделать удачу, вы можете сделать так, чтобы всем вокруг везло. То есть мало того, что вы сейчас находитесь в жизни, да, в карте королева мечей, королева воздуха, так вы еще и в будущем имеете потенциал везения, удачи, восьмерка жезлов. Значит, вы на высоте, можно сказать. Значит, вы еще ого-го, да, ого-го. У вас есть, возможно, хороший возраст, там, что вы еще не заканчиваете вовсе совершенно там жизнь. Многие люди после 50 особенно любят. Или после 60 говорить, что их жизнь закончилась. А то, что до 100-120 лет человек может вполне прожить, и еще ого-го, еще полжизни, да, впереди, он не поднимает даже. И вот тут то же самое. Знаете, бывает в 30 кто-нибудь еще сказанет. Я вот люблю такое говорить, мне 38, я люблю, ой, какая я старая. Я вот так люблю говорить, ой, какая я старая, да. И вот тут то же самое. И получается, смотрите, вы будете набирать темп, вы будете настраиваться на этот темп. Вы сможете поддерживать этот темп в течение длительного времени, не перегорая. У вас будет решение проблем, достижение целей, то есть все это вместе. Более того, у вас внутренне проявится огонь, то есть будет творческое видение, отстаивание, все, защита себя, да, защита себя, своих интересов, своих принципов, может быть, ну, какие-нибудь, знаете, раньше были установки, что я никчемный человек, вот мои таланты никому не интересны. Сейчас этого не будет, это вы все проработаете и защитите свои таланты. А также, конечно, у вас будут приоритеты. Ну, то есть в приоритете будут стоять ваши достижения, ваши проекты. Вы захотите, чтобы все развивалось в вашей жизни, что у вас были достигнуты многие цели, да, и, соответственно, еще ого-го, сколько сможете сделать. Вы будете просто жить вот настоящей жизнью каждый день, каждую неделю, как будто бы вы целый год прожили. Такое бывает, что иногда даже один день кажется очень-очень большим по сравнению с тем, что ты там бездействовал длительное время в жизни. Понимаете, о чем я? Теперь мы с вами будем выкладывать, значит, ваш потенциал успеха в личной жизни, в финансах и в работе. Потенциал успеха в личной жизни, в финансах и в работе. То есть явно вам в жизни еще повезет. Не переживайте, да? Так, потенциал успеха, значит, в личной жизни, в финансах. Демид такой храпит. И в работе. В работе. Ну, тут, я бы сказала, во всех этих областях у вас очень хороший потенциал. Единственное, что тут есть некоторые оговорки, да. Вот, например, мы видим здесь пажа мечей. Это на вашу личную жизнь потенциал. А это смесь земли и воздуха, да, вот двух стихий. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что у вас будут новые отношения, и только в них вы можете иметь большой успех.
только в них вам может повести и быть удача. Понимаете? В каких-то старых, обрюзгших, я не знаю, отработанных, почему-то нет никакого везения. Эта карта только может рассказывать о новых отношениях, конечно. О новом знакомстве, о новой любви, о новой жизни личной. И вы как будто бы вот испытаете всю свежесть чувств. То есть вы сможете самовыражаться через свои отношения. Вы можете также понять себя больше в этих отношениях. Вы можете испытать чувство сначала недоверия, смесь недоверия и большого желания, да, а потом вы рискнете, будете совершенно использовать новый подход к выражению себя, к выражению своих точек зрения в личной жизни, в отношениях, и у вас будут очень счастливые отношения. Только новые. Правда, только новые. Если вы только-только начали какие-то отношения, тогда это про них. Потому что это показывает, да, потенциал свежих отношений, да. Вот. Если вы уже в очень старых отношениях или вы давно одиноки, у вас будут, конечно, вот новые отношения. Вы будете делиться даже опытом, идеями со своим любимым человеком. Это совершенно здесь точно. Вообще карта очень такая интересная, она показывает невероятное увлечение и страсть. То есть такие отношения не будут скучными, люди будут вот именно узнавать друг друга через вот эти личные отношения. И всем будет очень хорошо и интересно, понимаете? А вот финансовый потенциал у вас довольно забавный, потому что, по сути, это результат. Вот вы знаете, бывает такое, что человек уже давно специалист, или у человека уже давно есть какой-то дар, талант, и ему нужно было развивать, да, и он будет развивать, и потом получит вот результат. По сути, карта доказывает вам, что нужно сделать все-таки шаг вперед в неопределенность. И также карта говорит о том, что часть своих результатов по финансам вы получите, конечно, из прошлого, с прошлых циклов жизни, потому что с кем-то вы все равно были, с кем-то жили, кем-то работали, и все равно этот будет результат. Но еще нужно будет шагнуть вперед, чтобы переродиться в новую версию себя и стать настоящей, ну не знаю, звездой. Карта Мир очень показывает часто людей, которые становятся, опять же, популярными, известными, у них невероятный потенциал к самовыражению. Поэтому свой дар, свой талант вы можете реализовать. Или свой дар предпринимательства, да, еще можно здесь реализовать, потому что рядом на работу выпадает туз жезлов, да, то есть успех, удача в работе, туз жезлов. Ну, все-таки мы как будто проходим здесь через портал, да, вот посмотрите на нашу карту Мир, на ней есть некий портал. И вот вы пройдете через портал в плане финансов и перейдете совершенно на другой, как говорится, экономический уровень, да. То есть в будущем у вас есть потенциал к богатству, к процветанию, к более высоким заработкам, на нолик, на 2, на 3 больше. То есть уже дело не в каких-то там чуть-чуть, да, а именно там, допустим, в 10, в 100 или в 1000 раз можно больше иметь, чем вы имеете сейчас. Вот реально так и есть. И мне кажется, карта Мир — это реально вот как будто человек вообще себя с другой стороны как-то узнал, познал, и потом начал реализовывать, он сам себе удивляется. Он подвел итоги своей прошлой жизни, там, не знаю, прошлых заработков, прошлой деятельности, да, и понял, ну ничего себе, я ведь еще очень много чего могу, у вас же есть 8 жезлов, много энергии. Рядом туз жезлов, который, да, вот рассказывает о работе. И вот давайте даже к ней перейдем. Вот у вас будет ли удача, потенциал удачи в работе? Да, огромный потенциал удачи в работе. По сути, вы обладаете силой создавать жизнь, о которой вы мечтаете. И об этом и говорит эта карта. Она показывает, опять же, живой огонь, который созидает, который рождает. И вы как будто будете делать вот эти шаги по тому, чтобы изменять мир и чтобы делать что-то очень приятное, очень такое свежее. Какие-то могут быть креативные решения, даже старых, застарелых вопросов, да.
Вы будете доверять своей интуиции, вот, и главное не переусердствовать, а идти мягко. Я думаю, что у вас очень сильная интуиция, и вы правильно можете настроиться на частоты Вселенной и, конечно же, добиться всего-всего. Главное бросить вызов и следовать этому вызову. Ну, вот такой ответ у нас с вами по самой первой позиции. Мне очень понравился этот ответ от карт. Хорошо, идем дальше. Следующая позиция, следующий камень розовый кварц. И первая карта показывает, в каком аркане вы находитесь сегодня. Это аркан суд. Очень интересная такая карта, да. Еще бы показывала камера. У нее что-то бывает зависание. Когда много видео запишешь, видимо, память переполняется. Вот, смотрите, значит, вы сегодня живете в аркане суд. А это значит, что у вас идет момент в жизни какого-то перерождения, реабилитации, возрождения, восстановления, раскопок, опять же, каких-то сюрпризов от этих раскопок. То есть вы реально проходите какую-то конкретную такую жизненную трансформацию после кармических испытаний, трудностей. Вас как будто, вот, не знаю, полностью закопало на самом деле. Вы можете даже еще не отойти от прошлых каких-то испытаний, передряг, кризисов, но уже все равно испытываете жажду жизни. Все равно она у вас есть, и последнюю надежду. Вот прям так и идет, да, именно последнюю надежду. Просто копайте глубже. Вам нужно очищать ваш разум и оставить только то, что способствует вашей духовной эмоциональной защите, и больше ничего. На самом деле, слой за слоем, да, открывается что-то новое. Вы обнаруживаете внутри себя сюрпризы, вы извлекаете уроки. И, соответственно, что-то вы уже давно забыли из своей прошлой жизни, так скажем, да, из своих там детских мечтаний, из своих подростковых каких-то чаяний. И вам придется это все вспоминать, потому что на самом деле вы должны себя изучить, довольно, кстати, хладнокровно, да, не вовлекаясь эмоционально во все эти слои. Но подсознание у вас сейчас работает конкретно. И оно все всплывает, скрывается, вам больно, может быть, от этого. Вам нужно в дальнейшем будущем расти, совершенно точно. И сейчас нужно определить, а что сдерживает вас, что останавливает вас в этом росте. По сути, вам нужно воскреситься, возвратиться. И для этого нужно войти в прошлое, выкопать оттуда все, что вас тормозит, все, что вас хоронит, так скажем. И все это с болью удалить, понимаете? У вас есть эмоциональные травмы, которые мешают вам. И вам нужно это все вычистить. Очень такая сильная трансформация у человека по второй позиции. Соответственно, поэтому, может быть, вы и спрашиваете, а повезет ли мне вообще еще когда-нибудь в жизни, да? Может быть, уже все, конец фильма. Ну, давайте посмотрим, конец фильма или не конец, или еще только начало. Сейчас все узнаем. В глобальном смысле, да, в общем смысле. Повезет ли вам еще в жизни? Будет ли удача? Вышла карта «Император». Давайте я вам ее поближе покажу. Мы видим здесь лесенку и скамейку, как похожую, может быть, на трон или столик, да. Но больше как будто это трон с огромной спинкой, согласитесь. Черный такой, видите? И такая вот как лесенка, мы поднимаемся и садимся на этот трон, да. Но, естественно, потенциал здесь невероятный еще есть у человека по императору. Потенциал удачи, это называется потенциал удачи. Я считаю, император просто так бы человеку не выпал. Я вам честно говорю, ну, как он вам может просто так выпасть? Это же император, это же правитель, это же трон. Согласитесь, что не может такого быть, что управление выпадет человеку, которому все можно крест на себе ставить. Нет ведь? Нет. Это значит, что в жизни вам еще ого-го сколько всего интересного придется пережить, пройти и добиться самых высот. Император очень хорошая карта. Она показывает, что нужно нацелиться, составить план, проложить путь к построению своего будущего. Будущее у вас есть.
оно присутствует еще, вот как говорится, да, на вашем пути, да, в жизненном еще есть хорошее будущее. По сути, вы, ну, как будто бы идете по плану Бога. То есть есть ведь еще Бог, Он распоряжается, и Он на вас имеет свои планы, Он на вас имеет свои виды, Бог. И вы идете по плану Бога. Сейчас вот свою жизнь строите по Его именно какому-то замыслу, о котором, может быть, вы и не догадываетесь. Может, вас крутит, вертит. Вам кажется, что это все беспорядок и хаос, а на самом деле это порядок. Это Его план, план Бога. Он так придумал, Он так решил. Вам это нужно для чего-то, для того, чтобы, может быть, пообтесаться, да, в жизни. Но бывает такое, человека испытывают высшие силы. И дальше вам придется строить. То есть нужно взять суровый ландшафт, нужно заложить фундамент, сделать строительство, значит, да, и обустроить все это место. Вот вам еще предстоит в жизни с нуля построить дом. И, ну, это образно, может быть, что-то просто выстроить, там, фирму, империю какую-нибудь, да. А поэтому на вас лежит бремя руководства, на вас лежит бремя планирования, да, и организации всего этого. Разбейте на части то, что кажется вам абсолютно непреодолимым. Но вы император, на вас и есть ответственность. Вы должны вести за собой людей, вы лидер по натуре. И вам это лидерство еще не раз в жизни придется применить. Еще ого-го, сколько всего придется построить и сделать. Еще придется о людях побеспокоиться и вести за собой людей. Помните об этом. На вас лежит очень много всего еще. Поэтому сказать, что вам еще как-то в жизни может там в будущем не повезти, вот, это все такая ерунда. Потому что вы себя, скорее всего, где-то недооценили или так закопались в своих страхах, да, или там переживаниях, что решили себя занизить, а это нельзя было делать, нельзя. Поэтому давайте посмотрим ваш потенциал удачи по разным областям жизни в будущем. Итак, значит, в любви потенциал удачи в личной жизни, да, в финансах, и Демид такой храпит, и в работе. В любви, в финансах и в работе. Вот заметьте, у вас в любви потенциал удачи повешенный, в финансах тройка пентаклей, а в работе тройка кубков, да? То есть у вас тройки какие-то пошли. Хорошо. Вообще тут очень интересные карты на самом деле выпали, и каждая, по сути, в чем-то соответствует своей позиции. Вот смотрите, потенциал удачи обсудим сначала с вами все-таки в любви. Здесь идет настоящее откровение по карте повешенной, потому что вам придется преобразить свой мир в любви, в личной жизни, изменив свою точку зрения. То есть у вас идет настоящая трансформация, перевернутое все, да? Вся ситуация вашей личной жизни перевернется с ног на голову на самом деле. Вам придется перетрясти вашу личную жизнь, ваши отношения, поменяться, может быть, с вашим партнером или партнершей местами. Или у вас был кармический партнер-партнерша, вы расстались, а теперь вы приобретаете партнера или партнершу, с кем вам приходится поменяться местами, поменяв роли именно с предыдущим кармическим человеком. То есть теперь вы на месте того человека, а человек новый на вашем месте. Из прошлой сцены, так скажем. Вообще, я считаю, что это очень такая глубокая карта. Вам нужно будет для того, чтобы вы были счастливы в личной жизни, изменить себя. Потому что, скорее всего, все это время вы приобретали какой-то опыт и совершенно не соответствовали тому, чтобы быть счастливым в личной жизни. Бывают такие люди. Научитесь слушать. Вот эта карта, она показывает, что нужно научиться слушать человека, с которым вы находитесь в отношениях. Мы видим папоротники, мы видим грибы,
идет воздух тяжелый, но как бы как свежий, да, насыщенный влагой. И, конечно, в таком лесу становится очень, ну, вот знаете, как такая, как вакуум, да, это как тишина, но как вакуум. И вам нужно прислушиваться. По сути, деревья рассказывают вам здесь свои секреты. То же самое, если вы прислушаетесь к человеку, которого вы любите в полной тишине, без криков, без каких-то выяснений, он расскажет вам все свои секреты. Просто нужно ведь научиться терпению, созерцанию, какой-то паузе, да, когда вы просто без всяких каких-то действий смотрите и наблюдаете за ним. Вы все время пытались кого-то изменить, скорее всего, влазить в мирное течение жизни других, потому что у вас много лидерских качеств, а теперь придется созерцать, молчать и наблюдать. Это очень сложно для вас. Это для вас настоящее будет испытание. Но потенциал удачи здесь очень большой, если вы это пройдете. Правда. Вы сможете себя преодолеть. Просто признайте другую точку зрения. Она присутствует уже в вашей жизни, это другая точка зрения, и присутствовала не раз и не два. Но вы никогда ее не признавали, вы ни с кем не соглашались, и вам, скорее всего, из-за этого совершенно не везло в любви. От слова совсем вы не были до конца никогда в любви счастливы, к сожалению. Вы никогда не испытывали в любви в отношениях полного комфорта. Так вот, чтобы этот комфорт испытать, даже в сегодняшних отношениях, первое, что вам нужно сделать, это полностью зависнуть, ничего не трогать, а слушать, уметь слушать человека, выслушивать его, замирать, не лезть к нему, а постараться просто наблюдать, как будто бы вы участвуете в его жизни, но при этом не лезете изменять эту жизнь в какую бы то ни было, как вам кажется, даже лучшую сторону. Хорошо, ваш потенциал удачи в финансах – это тройка пентаклей. Очень хорошая карта, тройка земли, да. Она показывает сотрудничество. Соответственно, у вас будет очень большое расширение в будущем. У вас большие способности, но самое главное – это сотрудничество с людьми и появление людей в вашей жизни, которые, по сути, обладают неким набором навыков, которые дополняют ваши навыки, вот так. И, соответственно, вы команда с этими людьми. Понимаете, нужно не всегда одному работать, а с кем-то. И вы император, а император кем-то руководит, да. Без команды он будет королем, который сидит на одной своей лысой планетке. Одно дело, когда король-император кем-то командует, а другое дело, когда сидит сам себе, правит свою лысую там планетку, и как в «Маленьком принце» никому он не нужен. Так вот, вы кому-то будете нужны. И эти люди будут дополнять вас. Они могут приходить неожиданными путями и совершенно в нестандартных условиях, ситуациях в вашу жизнь. Поэтому вам обязательно для того, чтобы иметь потенциал вот этот удачи, нужно оставаться открытым для общения, знакомств и для новых разговоров со старыми друзьями и коллегами. Вам кажется, что вы что-то можете делать самостоятельно, но это совершенно не так. Вам обязательно нужна посторонняя помощь для реализации ваших самых глобальных идей. И, соответственно, если вы не воспользуетесь помощью, у вас этой идеи просто не будет и денег не будет, таких, какие вы мечтали. Поэтому создавайте команду, создавайте, как говорится, коллектив. И вы хотите все проконтролировать, понимаете, в этом проблема. Вам кажется, что эти люди не справятся, но это неправда. Вы можете их проверить, это неправда. Вы просто имеете такое мнение, потому что вам все время кажется, что все вокруг делают ошибки.
Но без ошибок не может быть опыта и не может быть нормальной жизни. Пусть делают ошибки. Почему вы так против этих ошибок? Как они набьют руку в вашей работе, в вашем проекте, в вашей жизни, да, в вашей фирме, там, я не знаю. Если они ошибок совершать не будут, вот задумайтесь немножко головой. Ваш потенциал в работе — 3 кубков, еще лучше. Вы не поверите, эта карта означает сотрудничество, и никак иначе. Сотрудничество — ваш потенциал успеха в работе. Здесь мы затыкаемся и начинаем слушать. Здесь мы набираем сторонников в команду, сотрудников, я не знаю. Здесь мы то же самое делаем. Соберите свой коллектив, не знаю, свою семью, и вы будете наслаждаться этим коллективом. И то, что люди все соратники, они на одной стороне, у них есть друг другу эмоциональная поддержка. Команда друзей, я не знаю, или родственников, которые стали друзьями. Настоящее подспорье вот такое. Все работают, в одну сторону смотрят. Да, не без ошибок, да, не без пинков. Но это прекрасно. Вот просто откройте этому сердце, да, вот этой идеи вообще самой по себе. Я уверена, что у вас есть не одна прекрасная идея, которую, по сути, можно воплотить в жизнь и зарабатывать. Поделитесь ею со всеми остальными, теми, кто приходит в вашу жизнь разными путями. Соберите их, и вы вместе будете зарабатывать в 100 раз больше, чем вы даже планировали. Вот такой у вас потенциал удачи на самом деле. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем дальше. 3-я позиция, наш Корнелия. И 1-я карта, в каком аркане вы сейчас находитесь, да? Вы находитесь у нас в 7-ке огня, в 7-ке жезлов. Ну, эта карта... Извиняюсь, у меня бывает. Я когда много говорю, а я сегодня очень много говорила. Ну, бывает. Есть там у меня сегодня одна женщина, которая с удовольствием бы это послушала и обязательно мне написала бы что-нибудь. Так вот, вы в 7-ке жезлов сейчас живете. По сути, много огня у вас, много у вас энергии, много у вас сил каких-то, да, но при этом вы преодолеваете сомнения. То есть вы сейчас живете вот с энергией, но у вас много сомнений, куда ее все-таки применить в жизни. У вас есть изобретательность, у вас есть большое желание что-то делать. И, по сути, объединив одно и другое, вы действительно добьетесь всего. Да, вы в состоянии некой защиты. Такой, знаете, вот как щетинитесь немножко. Щетинитесь, потому что кто-то мог вас в чем-то в последнее время обвинять, нападать, наезжать. С другой же стороны, вы очень талантливый человек. Вселенная просто, она дает вам препятствия, и гораздо больше, чем вам хотелось бы, потому чтобы вы как-то усмирили свой характер, чтобы вы все меньше перед людьми выставляли свои какие-то шипы, колючки. Человеку кажется все наоборот. Вот чтобы я не выставлял шипы и колючки, мне нужно не испытания, чтобы меня постоянно гладили по голове. А на самом деле, если у него уже выросли когда-то давно эти шипы с колючками, ему не надо гладить по голове, он никогда их не уберет. Ему нужно пройти испытания, чтобы понять, что это все напускное, да. И, по сути, вам нужно выйти все-таки из зоны комфорта. Скорее всего, вы как раз сейчас этим и занимаетесь. Выходите из зоны комфорта. Но в любом случае вы не очень контактны. Однако у вас очень много огня, лидерских качеств и хороших качеств для того, чтобы пробиться как раз-таки в жизни. Просто нужно научиться быть контактным, да. Хорошо. Людям вы, конечно, не очень-то доверяете, это понятное дело. Ваш потенциал удачи. Давайте посмотрим, повезет ли вам еще в жизни, ну, в глобальном смысле вообще. Сначала такая общая карта. И у нас тут король кубков. Он показывает, что, конечно, еще в жизни вам
вполне может вести, и удача еще будет на вашей стороне, и не раз, и не два, и не три. Это очень хорошая карта, она объединяет две стихии, воздух и воду. И, соответственно, вот знаете, как пузырик поднимается в море на поверхность, видите, пузырики идут. Также и вы даже в самом бурном море можете подняться на поверхность. Вот сама карта вам рассказывает об этом, да. По сути, вы будете в безопасности, что при шторме, что при спокойном море. Вы будете в безопасности в любом случае. И вам высшие силы дарят эту безопасность. То есть вы о ней беспокоились больше всего, да? И она вам будет подарена высшими силами. Это уже хорошо, очень хорошо. Также, конечно, карта говорит о контроле над своими эмоциями в будущем. И благодаря этому удача, конечно же, вообще никогда от вас не уйдет. А контролировать эмоции вам нужно научиться. Это правда. Кстати, в этом вам может помочь какой-то мужчина, возможно, знака воды, да? Какие-то давние эмоциональные проблемы придется проработать, разобраться с ними, потому что, ну, это подходящее время на самом деле сейчас для того, чтобы в будущем как раз-таки удача вообще все время сопровождала вас. Вы должны понять эмоциональное состояние как свои, так и других людей. И вы начнете уважать как свои чувства, принимать их во внимание, так и чувства других людей. Вы перестанете сторониться людей, вы будете общительным человеком, который вполне себе добрый, открытый, компанейский, хороший друг. И у вас, скорее всего, будет какая-то поддержка в виде любимого человека. Обязательно. Хорошо, давайте посмотрим ваш потенциал удачи по сферам. Карты здесь пока нормальные. По сферам. В любви ваш потенциал удачи в будущем – это десятка пентаклей. В финансах потенциал удачи в будущем. Это у нас рыцарь огня. И в работе потенциал удачи в будущем – это шестерка мечей, шестерка воздуха, да, шестерка воздуха. Хорошо, здесь будем обсуждать по одному. Вот смотрите, наша десятка пентаклей, ваш потенциал удачи в личной жизни. Ну, в первую очередь показывает, конечно, жизнь с обеспеченным человеком или просто жизнь в ситуации, когда все постоянно стабильно, хорошо, спокойно, вот как будто бы ничто не нарушает ваш душевный покой в личной жизни. То есть в будущем у вас будет очень все вот так хорошо, как будто в каком-то постоянном браке, да. Я это именно так вижу. Конечно, силы рода вас будут поддерживать, да. Вообще, сама по себе карта показывает первородную землю, поэтому вы можете создавать какие-то родовые гнезда, да, хорошие большие семейные дома. Именно увенчаются успехом ваши прошлые усилия именно по личной жизни. Только так. Вам нужно свои серьезные отношения выстраивать длительное время и вкладывать в них много сил, энергии, терпения. Никогда не связывайте свою личную жизнь, свою любовную жизнь с человеком, которому вы не доверяете, а скорее ваша жизнь будет связана с человеком очень стабильным, состоятельным, воспитанным, хорошим, надежным и также хорошим специалистом, неважно, мужчина или женщина, но это очень надежный человек, воспитанный, прекрасный человек, добрый, и вы будете ему доверять. У вас будет настоящая хорошая семья, в которой есть зона комфорта, зона безопасности. Безопасность для вас на первом месте. И, соответственно, вы будете радоваться такой жизни. Я считаю, что ради этого даже стоит рискнуть. Рискнуть, чтобы кому-то поверить. Но перед тем, как доверять, тщательно проверяйте, потому что вам нужен именно такой человек.
не какой-то другой. Человек, на которого реально в жизни можно только положиться. Если вы начнете делать что-то иное, да, вступать в какие-то иные отношения, пеняйте на себя. Потому что для вас, по сути, по судьбе, приготовлены именно стабильные, хорошие отношения, а не какие-то там разбитные, знаете, когда ты живешь, у тебя постоянный порох, постоянные какие-то стычки, постоянные какие-то головники. То есть это вообще не ваша история. Для вас приготовлены очень хорошие, именно обеспеченные отношения. Смотрите, ваш потенциал удачи в финансах – это рыцарь жезлов, да? Это огонь огня. То есть, по сути, он является чемпионом творения. И значит, вы что-то будете организовывать. Карта показывает вашу страсть к чему-то. Вот как будто точка кипения идет. Вы себя как-то выразите. Вы, может быть, соорудите себе в финансовом смысле совершенно новую реальность. И, соответственно, у вас есть потенциал к тому, чтобы нолики увеличить себе, да. То есть был один нолик, а стало много ноликов. Вы знаете, энергия такая бесценна, да, энергия творения. Она у вас будет, она у вас или есть, или будет. Вы будете продвигаться вперед к вашим целям, несмотря ни на что, особенно творческим. Любые ваши проекты должны получить жизнь в будущем. И, скорее всего, на расстоянии от того места, где вы живете, потому что и в работе у вас 6 мечей, и в финансах рыцарь жезлов. Сейчас, где вы находитесь, там, скорее всего, такого потенциала для роста нет, как на расстоянии от вас, да, как на расстоянии. По сути, вы будете даже пересиливать любое чувство усталости ради достижения целей именно в финансах. Вы будете гореть этим, вы будете стараться ради этого, и будете делать все для того, чтобы достигнуть в жизни финансового успеха. Сейчас у вас может не быть такого сильнейшего рвения, но это рвение будет у вас обязательно. А почему? Потому что вы будете как будто очень хотеть сделать что-то это важное для вас. Вот, это очень важно, это очень хорошо, когда ты реализовываешься. Именно поэтому вам нужна безопасность, вам нельзя в жизни ничего бояться. 6 мечей в работе говорит о том, что наступит момент ясности, какая работа вам нужна. И, скорее всего, она в другом месте, да, где вы сейчас там живете, работаете. Вы сделаете переход. У вас будет очень большое изменение в будущем в плане работы. Прям революция. И, соответственно, вот как будто бы даже интеллектуальный уровень людей, которые сейчас с вами работают, и в будущем, которые будут работать, это разный интеллектуальный даже уровень. Иногда карта может показывать даже потенциал выучить иностранные языки и работать еще и вообще там за границей. На самом деле в будущем вот так может быть. Поэтому знаете, что, конечно, вам еще в жизни повезет, еще много чего надо сделать. Даже если вам 75, извините, вам сначала все это придется сделать, а потом уже как хотите, там дальше разбирайтесь. Я вам пока раз это нагадала, пока вы не освоите, вам деваться некуда. Поэтому, пожалуйста, выполняйте. Заказ выполнен, да? Заказ выполняйте. Вот приняли заказ, выполняйте. Все, высшие силы вам сделали установку. Ну, вот такие у нас были сегодня 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!